Так, мы в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 5 апреля 2025 года. У нас очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. 145-й стрим. Напоминаю вам, сегодняшний стрим я назвал «Балтийский блеф Кремля. Угроза вместо перемирия». Об этом и многом другом давайте поговорим. С нами постоянный наш ведущий Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и бывший экс-председатель парламента и многих разных других должностей высшей власти Чеченской Республики Ичкерия. Аят Машовый, Сюрдикёля. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас суббота, мы говорим, как понимаем, на русском языке. И на телеграм-канале вот тоже могут они подключаться, и в ТикТок у тебя, я так понимаю, Аслан, да? Да. Так что, значит, тема обозначена. То, что происходит, сегодня мы говорим обо всем том, что происходит сегодня в мире. Мир, как бы, значит, находится в таком всполошенном состоянии, неизвестно, что будет, все думают, где нам, как бы, значит, найти свое пристанище, чтобы вопрос решился не военным путем, а мирным путем. Война в Украине идет против украинского народа, чтобы, значит, захватить эти территории. Доселе никогда, насколько нам известно, не претендовавшая на чужие территории Соединенных Штатов Америки власть сегодня претендует на чужие территории, по крайней мере, делает заявление в отношении Дании, ее острова большого, который нам известно. Потом, значит, претендует на разные другие, значит, проходы. И в Израиле, то есть по всему миру они претендуют на это. Ждали, думали, что будет какой-то там выход из этого положения. Надеялись. Кремль, который ведет войну, хотел как-то обмануть, как мы понимаем, все затянуть переговоры, не останавливать войну. Хотя остановить войну, что это такое? Остановить войну – это ничего не значит, потому что не обозначена какая-то конкретная задача. Но остановить войну – это можно на период. Но когда зашла речь о том, что необходимо, значит, добиваться гарантии безопасности, Кремль, Путин во главе с ним начали вот эту свою затяжную игру вести. Затяжная игра оказалась не такой уже, значит, ответной, хотя Трамп говорил, вот мы его любим, мы его уважаем, я его знаю, этого президента Путин, мы договоримся. Фактически он говорил и всегда говорит про преступника. То есть это как бы, мол, заманивая этого человека, этого зверя в клетку, вот как будто для этого. Мне так казалось. Убивал, значит, и на других территориях он ввел свои войска, но до него, в общем, и Россия ввела свои войска против нашей Чеченской Республики Ичкерия. 5 раз они вводили войска и постоянно вот намекали на то, что нет никакого государства, не будет, мы восстановим, значит, нашу империю на территории бывшего Советского Союза, даже, мол, расширим. Однако эти планы, которые они хотели вот так вот реализовать, они так просто не даются в современном международном праве, потому что весь мир стоит на этих принципах, которые приняты после Второй мировой войны. Сейчас как будто вот этот вопрос как бы расшатался. Сегодня некоторые говорят, что, оказывается, это можно и нарушить, потому что Америка тоже вот претендует
она пытается захватить чужие территории, претендует на то, чтобы захватить даже все, значит, ископаемые и Украины, и других территорий, как я говорил. На самом деле такая вот попытка и такое вот развитие событий со стороны Америки, если придет во главе и будет Трамп, некоторые политики американские и даже вот из России и европейские как бы предсказывали. Казалось, что это не может быть, вообще быть не может такое. Сегодня Трамп уже перешел уже на более масштабную операцию, он объявил, значит, санкции и против всех. Так, у нас снова обрыв связи. Обрыв связи, а я отключил. Сейчас попробует, наверное, вновь войти. Вновь зайти. Друзья, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о своей безопасности, будьте осторожны. За лайки, за перепосты и за комментарии реально можно получить уголовную статью на России, в фашистской России. Ничего удивительного нет, чеченцы поймут. Ну, кроме чеченцев, всех остальных тоже предупреждаю. Уже, думаю, и остальные тоже уже давно понимают, что к чему, поэтому на всякий случай напоминаю. Так, валейкум ассалам, чумел ветнак. Вас, друзья, приветствую. Асламбек, Осман, Нохчи, Мухаммад, валейкум салам, Дели, салам, Машу, Шавига, Машвой. Кто мне тут из украинцев еще салам давал? Так, где он тут? Сейчас найду. Так, Евген. Евген. Ассалам, Ваша. Баркал, Ваша. Спасибо большое. Взаимно. Салам. Витаю вас. Валейкум салам, Вольник Машвой. Дейре Исхуль. Амин. Да беркет Йолкар, Вайхоман, Пайда Йолкар. Так, Бюстик Хиль, мой вопрос. Ясно. Ну, одно и то же, дуа нохче тюльштег. Одно и то же. Заходишь из... Амин. Хвечдол хаттара из-за провокатор. Такие где специально дючдух. Нохче. Асе духовик. Таган аят би 90-го года инял Конгресс чеченского народа, вообще национальный конгресс в 90-м году инял. И би цуй принципиально, и би етецеюч. Цут яхель дизвой бух. Шауш. И у конституцию ларешвек и у. Хидадега, шиадега болтовняю. Видите? Да, Евген, у меня есть Facebook. Аслан Арцуев называется. Аят. Да, Иля. Что-то у меня здесь сорвалось оно. Ну, вы там говорили, продолжите, если там... Да. Нет, мы тебя ждали. Одним словом, ситуация сейчас тоже никак не меняется. Она как бы находится в том же положении, как и было. Что сейчас, если говорить по теме балтийских стран, на которых сегодня идет информационная атака со стороны кремлевских агентов и кремлевской, скажем, риторики, которые они пугают и Литву, и Латвию, и Эстонию, то здесь мы можем поговорить и сказать, что я разговаривал на днях с литовцами, они говорят, что это постоянная риторика, которую мы раньше и не слышали, просто сейчас они его начали более там расширенно говорить, потому что
вроде бы, значит, и там они делают это, и там делают, и что они такие сильные, показать себе, чтобы оказать влияние и давление, может быть, на Трампа тоже. Но в то же время то, что Трамп говорит, что он больше не будет помогать, значит, войной, помогать, давайте Европу сами решать этот вопрос. Европа сама сейчас пытается объединиться, как мы знаем, создать свои вооруженные общие силы и не дать России, чтобы она здесь разгулялась, как в прошлые, скажем, времена. И на самом деле Россия уже делала несколько попыток, и в Латвии она засылала свои эти дроны, да, даже они залетали на аэродром их, и потом в Литве такая ситуация. Теперь из Литвы, из Эстонии они сейчас, эстонцы выслали какого-то там российского агента для того, чтобы он там не мурыжил и не проводил свою пропаганду, я так понимаю. Но это не случайно тоже. И в то же время вот задаемся вопросом, могут ли они, русские, напасть на, скажем, Эстонию или Балтийские страны. Здесь можно предполагать, что от них можно хоть что ожидать, но это будет тоже делаться только по их возможным там военным или политической ситуации, которая складывается. Если они бросили на произвол судьбы, скажем, Сирию, бросили на произвол судьбу, которой они защищали Армению, и оттуда как бы убрались, еще если они еще сдают сам Иран, как мы понимаем, да, вот насколько есть информация, насколько она точная, мы не можем сейчас говорить, мы можем делать свои выводы. Это бросив, там кинутся ли они на Европу, можно подвергнуть это сомнению. Вряд ли они сюда, значит, рынутся. Они здесь ищут какие-то выходы для того, чтобы как-то возвеличиться. Вроде бы у них экономическое состояние и все остальное не ахти, но хотя они до сих пор и что-то делали, и говорили, что у них проблемы нет, что они будут двигаться и дальше, и войну они не хотят прекращать. Они предлагают Украину сделать страной, которая будет внешнее управление. Вообще, значит, это такое нахальное обращение, как будто они такой же, скажем, такого уровня, значит, государств, который может предлагать Америке совместно управлять Украиной или другими там территориями. Одним словом, вот такая ситуация складывается, и Путин и его команда дослали туда своего, значит, гонца, как его, Константин, как-то фамилия была, сейчас посмотрю. Кирилл Дмитриев. Кирилл Дмитриев, да, его Да. заслали туда, и он тоже там, значит, видимо, им предлагал все эти редкоземельные, значит, ископаемые металлы и все вроде они хотят им отдать. Они готовы. Вот с его слов, как вот мы читаем, вот такая ситуация вот складывается. Будет ли это так или нет, это вопрос такой. Нужно ли это, заманится ли туда, скажем, Трамп. Ну, посмотрим. Он, как все говорят, он бизнесмен, он игры, как говорят, играл давно. Как Марк Помело говорит, его министр иностранных дел, госсекретарь, что мы не будем долго ждать, пока он решится. Мы примем меры. С одной стороны, это идет. С другой стороны, идет, значит, разговоры тоже из этого же, скажем, Вашингтона, тоже ссылкой на этого Трампа, что другая там. То есть такая вот, знаете, вот как карточная игра. Не поймешь, что сюда, то туда, что они хотят сделать. Но ясно одно точно, что они сегодня все свои действия,
рекламируют и говорят о том, что они хотят бандита этого заманить ли то ли в клетку, чтобы взять, то ли они хотят этого бандита поставить на один уровень, вместе с ним что-то здесь, значит, какую-то общую политику проводить, не считаясь даже с Украиной, одной из самых больших государств по территории Европы. Мы уже не говорим о том, что они будут делать, и говорить про нашу Чеченскую республику, оккупированную, незаконно захваченную. Сколько убитых людей, около 250 тысяч лишним людей убиты, 40 тысяч детей. Мы про это не говорим. На этом фоне мы видим, какая вот складывается ситуация в мире. Мы видим о том, что мусульманские некоторые страны, вот Саудовская Аравия и другие, там, возьмем там Кувейт, Катар, ну и другие государства, с этими странами дружат. Другая часть дружит с Россией, с Китаем. Эти большие государства сегодня хотят управлять и хотят закрутить такую муть, если этот Трамп будет и дальше вот это все, значит, продолжать и не соблюдать современное международное право. Не идя по этому пути, мы даем, значит, карт-бланш или даем возможность. Вот недавно, вот вы знаете, Китай вот провел на днях, значит, учение у берегов Тайваня. Это о чем говорит? Это говорит о том, если ты смотри, как бы там ни было, если такой вариант, мы Тайвань захватим. Недавно было, неделю или полторы назад было их заявление, что они говорили, китайцы говорили, что мы готовы решать все вопросы только экономическими, мирными вопросами. И вдруг, когда вот это сейчас как бы всеобщая блокада по всем вопросам, эти санкции, эти новые, значит, претензии к странам Евросоюза, да и во всем мире, то здесь все в замешательстве. Что будет? Как это дело все развернется, неизвестно. Вот по отношению к балтийским государствам, я не думаю, что они вот так вот имеют возможность это разыграть сейчас. Хотя планы, конечно, у них есть, но мы видим из того, что вот самые важные такие моменты в Сирии, где они наложили лапу на все нефтепроводы, газопроводы, и этим самым, значит, давили и диктовали цены Европе и другим странам на нефть, газ и другие там, скажем, природные ресурсы, то они оставили этот момент и ушли. А здесь они нападут на балтийские страны. А что, в этих странах есть какие-нибудь природные ископаемые или те редкоземельные металлы? Их нету. То есть это просто видно, это есть вот это, ну, такая игра военная, или они могут это сделать, если почувствуют, что здесь слабо. Вот что могу я про это сейчас сказать. Давайте, Аслан, поговорим, если будут вопросы-ответ, на них будем отвечать, потому что все это мы обсуждаем уже сколько времени, мы только вот оказываемся в такой ситуации, пока что решения нет, но мы для себя должны понимать одно, что в наших, допустим, странах, Украина, Чеченская республика, Грузия, ну, та же Беларусь, те страны, которые вышли из Советского Союза, они должны понимать, как это все отразится на их судьбу, на нашу судьбу, как это выльется, вот эта большая игра этих, вот, скажем, вот игроков больших стран, как это отразится на нас. На нас, получается, для нас вообще места как будто бы нет. Об этом и речи нет. Порой даже вот мы, когда идут разговоры, я часто слышу, когда вот даже вот эти политики, даже и украинские некоторые блогеры или другие, когда они говорят, начинают всегда говорить о том, что вот возьмите, когда они напали на Грузию, и вот пошло. А про Чеченскую республику даже и не упоминают. А ведь Чеченская республика, так как и другие вот республики Советского Союза, вышла
при распаде СССР и создала свое государство. То есть они тем самым демонстрируют, те, кто это умалчивает, что они такие же у них мысли, такие же подсознательные понятия, и здесь мы должны на это обращать внимание и этот вопрос поднимать. Если мы не будем поднимать эти вопросы, то никто другой это поднимать не будет. Ну, я коротко вот это завершу, если так можно сказать. Пожалуйста, давайте вопросы. Если будут вопросы, буду отвечать. Поговорим. Давай, Аслан. Спасибо, Баркала, Аят интересует. Аят, вот очень вижу, наблюдая за вот этим информационным пространством русскоязычным и другим, вижу, что начали активно обсуждать, давно об этом говорят, но сейчас начали активно обсуждать, что если даже на месяц прекратить боевые действия против Украины, всю эту армию развернут и ее направят против стран Балтии, Литвы, Латвии, Эстонии. Об этом русские уже прямо говорят, собираются. Прям с Литвы есть блогеры, ну или якобы с Литвы, которые общаются там с разными российскими вот этими фашистами, имперцами, и рассказывают, какая у них плохая Литва, Латвия, там, вот я Литву, по-моему, смотрел, были видео с блогерами из Литвы. И как вы считаете, Аят, на сегодняшний день Россия, которая ведет кровопролитную войну против Украины, способна ли за месяц мобилизоваться, перекинуть все войска, за месяц, за два перекинуть их против и вступить в войну против блока, фактически блока НАТО? Блок НАТО не развалился, как мы знаем. Возможно ли это или нет? Как вы считаете? Ну вот, я уже сказал об этом частично. Если бы они к этому намеревались, на этот ход, то тогда бы Путин не посылал бы своего гонца, не предлагал ему чуть ли не все редкоземельные ресурсы на Дальнем Востоке, Забайкалье, ближе на Кавказе, и говорил, что мы все тебе, мол, отдадим, давай вместе. То есть планы у них другие. Зачем он посылал этого человека, Дмитриева этого, да? Для того, чтобы тот рассказал ему, об этом мы читаем, слышим, что эти вопросы поднимаются. А вот что в ответ сказал этот Трамп, это непонятно. Но так вот, все обтекаемо, хотя министр иностранных дел, госсекретарь Марк Панелло был здесь в Европе и говорил, что никаких поблажек для России не будет, мы понимаем, все это будет иначе, скоро, значит, мы приведем Путина к тому, чтобы он согласился, и мы больше не будем, значит, потыкать ему. Вот такие разговоры были. И в то же время идут сообщения, что до сих пор идет, значит, поставка оружия, ну, наверное, это байдовские запасы, поставка, значит, это разведданных. То есть вот ситуация вот такая. Мы видим это, и это, с одной стороны, Трамп это не отменяет, да, с одной стороны, с другой стороны, вот эти вот разговоры о том, что они нападут на Балтийские страны, что это ему даст? Это даст, этим он хочет сказать, Путин, или его окружение, они проводят это пропаганду для того, чтобы сказать, что вот мы возьмем это, поэтому их прощупывают. И в то же время сейчас поднимается вопрос и о Качинской, которую они убили. Помните, да. Самолет, когда летал в Смоленскую область, там убито более, там, не знаю, почти весь кабинет министров и сам президент убит. Сейчас, когда поляки развернули расследование и выяснили, оказывается, что они, значит, все же добились эксгумации 61 человека, трупов, так, и выяснилось, что все те заключения, которые делали раньше русские, и где говорили о тех, все они оказались ложными, и они сейчас вот ставят вопрос о рассмотрении этого, значит, вопроса гибели своего президента на международный уровень вынести. Вопрос стоит сейчас остро, и они это заявляют.
То есть везде, куда ни сунься, везде Россия, она, значит, кого-то там убивает, не считаясь даже с такими президентами. Наших президентов она убила. Вот и Жагар Дудаев, Яндарбиев, значит, Масхадов, потом Садулаев и Умаров. То есть тоже всех они, то есть они ни с чем не считаются. Может быть, всем как бы создалось впечатление, что если это, скажем, Чеченская республика, и эта территория ее не такая уже большая, если это можно, мол, проглотить, на самом деле не в этом было дело. Дело было в том, что в принципе, для этой империи, для, скажем, Путина и его команды ничего не означает, что если им позволили там, они будут делать это и здесь. Вот эта работа с этой стороны продолжается. Конечно, если у них будет удачный ход, и они почувствуют слабость и договорятся, они пойдут на этот шаг. Но теперь вот, когда вот встает этот вопрос с этими так масштабными по всему миру санкциями, вот сейчас Китай ответил, в ответную сделал заявление, что они тоже, значит, выдвигают свои требования экономические, из которых Китай не будет в проигрыше, в принципе. Экономисты говорят, если даже против Китая выставят вот такие вот, значит, претензии, то эта валюта, то есть юань китайский, он не регулируется, скажем, не в свободном плавании. То есть его они могут взять и издать указ ЦК и изменить цену, и они могут остаться даже в выигрыше. В то же время, если с Китаем эту работу проводят и хотят они, вот это говорит еще о том, вот они хотели TikTok купить у китайцев, да? Ну, и это можно было бы купить TikTok, если бы, ну, скажем, это же TikTok не государственная структура, а вот Китай дал команду, и уже согласие, которое было дано для того, чтобы TikTok купил Трамп или Макс, этот, Илон Маск, Маск, они взяли команду, и все, он не продает им. И вот у них между сейчас там напряженность, тот говорит, какие-то я дам, ну, в смысле, буду еще ждать, посмотрим, это сделают или нет. К чему все это приведет? То есть в итоге вопрос, балтийский вопрос балтийских стран, это вопрос, как бы, значит, не такой важности сегодня и для России, и для Трампа, и для Европы, хотя это принципиальный вопрос. Если они сунут сюда, то это будут, они сунулись на территорию Европейского Союза. Не просто на балтийские страны, а на те страны Европейского Союза. И тогда ему будет, конечно, соответственно, дан и ответ. Я не думаю, что на это решится Путин, и у него таких ресурсов вряд ли сейчас есть. Пока. Да. Баркал, если вы слышали, недавно госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что они будут поддерживать Гренландию. Был вопрос от журналиста, как вы считаете, ну, Гренландия нужна нам, не нужна? И, по всей видимости, как вы в прошлом стриме говорили, они планируют, ну, большие игроки в мире, Китай, Россия, США, планируют ввязаться в спор против, за Арктику. И Гренландия для этого им нужна, по всей видимости. И когда задали Марку Рубио вопрос, он сказал, что, видимо, Дания не согласилась продать, и сказал, что Америка уважает право граждан Гренландии, проживающих жителей Гренландии, на самоопределение. И вот такой вот разговор пошел, что 56 тысяч жителей этого острова могут проголосовать. Они давно, как сказал Марко Рубио, они давно хотят этого. И что они могут отсоединиться. И тогда Америка установит с ними военный союз там, и так далее.
Как вы считаете, Аят, это наступает новая эра, где право на самоопределение, право на свободу и независимость становится уже не просто декларацией в международных разных документах, а реальным будущим осязаемым фактом? Это похоже на тот момент, когда говорят вот правозащитники. Вот очень многие там правозащитники активно действуют, а, они поднимают большие вопросы, спорят, потому что это записано, что это на основе принципа свободы личности, прав человека, все. Но, как нам известно, все правозащитные организации, каковы бы они ни были, вот, допустим, доселе, насколько я наблюдал, что все они могут поднимать движения, там, митинги и все, что они говорят, требования. Но никогда они не достигают успеха, если это дело не поддерживает власть сама. Да. Допустим, в любой стране, если власть, вот какое-то движение правозащитное, и это правозащитное движение фактически всегда находится под пятой у власти в целом. Исключительно редко, это бывали, конечно, случаи, когда массовые такие движения неуправляемые, а в целом вот так вот. Теперь, когда вопрос, скажем, республик, которые вышли из Советского Союза, в частности, Чеченской республики, там, Грузии захватили, Молдову, об этом речь не идет, а идет речь о Дании и ее большом острове. Как они могут Гренландию взять, вот это поднимать, это вмешательство во внутренние дела этой страны? Что бы сказал бы Трамп, если бы Дания заявила, что мы за то, чтобы, скажем, какой-нибудь штат из Америки отсоединился? Они бы подняли такое движение воина весь. То есть это зависит от того, насколько вот у них вот имеются ресурсы и военные, и политические значения в мире, они действуют. Но это явно говорит о том, что это противоречит нормам современного международного права, и Америка не имеет такие, допустим, Трамп не имеет права на такие высказывания и ходы. Так что здесь это и есть попытка, значит, аннексировать чужую территорию. Вот и все. Мгм. Но они же там говорят, что это право народа, и народ может сам провести референдум, Аят. Но это правильно, народ может провести референдум, может, значит, те или другие вопросы признать, принять. Может ли этот народ, ведь это кто инициирует? Наверное, они могут там подкупить, они могут что-то сделать, но мы же очевидные вещи мы сейчас же видим. Почему этот народ до сих пор молчал? Не мо а, ну, Молчал, молчал, потому что он и не думал об этом, и там 50 или 60 тысяч человек всего. И вот, конечно, их легко, значит, как-то вот, ну, скажем, уговорить или что-то там. Но вопрос такой, с точки зрения международного права, если в соответствии с международным правом это все будет делаться, то в конечном итоге по международному праву, если даже они народ этот проведут свой референдум и захотят выйти, скажем, из здания, то в конечном итоге, согласно международному праву, и разрешение им на выход должна дать Дания. Вот помните, было вот в Испании, там Каталония, дважды проводила референдум, массово каждый раз выигрывала и хотела уже выйти, а власть Испании им не дала выйти. Так? И все, она осталась в составе Испании, а этих активистов всех попересажали. А почему в этом случае, если они проведут референдум, этот народ, допустим, да, то для того, чтобы выйти из состава и Дании, то мгм, Дания должна это разрешение дать, в соответствии с международным правом. Вот мгм, Советский Союз, когда разваливался, когда его развалили, он мгм. исчез, вот тогда все народы, которые были в составе СССР, так как СССР уже тот, власть, которая должна была дать разрешение на выход из Советского Союза, она исчезла.
И все тогдашние 32 республики, союза они уже были все, они имели право создать свое государство, сделать заявление, избрать власть и все. И вот тогда Чеченская республика и, значит, совершила эти все процедуры и создала свою власть, значит, избрала президент, парламент в рамках международного права и создала свое государство и жила. И это Россия тогда захватила, 5 раз напав, захватила наши территории. Мы только тогда могли создать свое государство. Сегодня не было бы ни Грузии, ни Украины, ни других никаких государств, если бы тогда СССР не исчез. А если бы хотели, то СССР должен был дать разрешение на создание этих государств, как он дал и 3 Балтийским республикам. Он же Балтийским республикам дал разрешение. Так вот, на разрешение уже не потребовалось тем 7 республикам, которые, значит, оказались в международном правовом поле. Такой ситуации сегодня в Дании и из Гренландии нету. То есть Дания сама, власть должна дать это разрешение, если мы следуем международному праву. Вот что я хочу сказать. Вот такая ситуация. Ну, а я считаю, что если вы на самом деле независимые, суверенные, ваша есть земля, народ и правительство, то разрешение в международном праве не обязательно у метрополии спрашивать. Это, ну, конечно, двоякие толкования, это территориальная целостность и это. Поэтому, а если есть сила, но я не об этом хотел, сказать. Я хотел спросить, если вот этот прецедент произойдет, вот с этим случаем, да, то другие республики, находящиеся не касательно Чеченской республики Ичкерия, другие республики, которые есть, входят в состав России, которые подписали федеративный договор еще тогда, ну, например, Татарстан фактически выкручивали руки, Башкортостан, Татарстан, им выкручивали руки фактически. И, ну, и другие решили особо не злить людоеда. Поэтому это не может ли послужить прецедентом? Вот что я хотел спросить. Этот прецедент будет это нарушение международного права, и даже в этом случае он не послужит, если Соединенные Штаты, вот так же, как и из Гренландии, если выступят, тогда там, да, могут вот это. А с точки зрения международного права, прямо в международном праве сказано, что право народа на самоопределение не есть односторонний акт. То есть он может все провести, все сделать, и если этого разрешения нет со стороны центральной власти, то это не может быть. То если ты думаешь, что это если изменится, тогда это как прецедент, это будет грубейшее нарушение. Я это хочу сказать. Понимаешь? Так что эти республики, надежда на то, что как Гренландию будет защищать Америка, это не будет никакой, скажем, прецедент. Другое дело, что это Китай может захватить тогда свою территорию, скажем, Тайвань, так? Или другие вот территории, которые имеют Китай претензии на соседей свои государства, к ним он имеет тоже претензии вот с Китаем. Так что здесь, может быть, вот такие вот ходы могут быть. Об этом мы должны вот, помнить, собственно говоря. Дыгду. Ясно. Баркалай, Дейресвуд. Тогда я потом еще спрошу про один вопрос, а пока я прочитаю комментарии, вопросы, которые нам люди пишут. Друзья, я напоминаю вам, всем, кто находится вне пределах фашистской России и временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, пишите комментарии, участвуйте активно с нами. Аят Эдигов – это представитель, сопредседатель президиума правительства Чеченской республики Ичкерия, представитель единственной легитимной власти чеченского народа, это 100%, все остальное симулякры и фейки, которые изображают из себя представителей чеченского народа, власти чеченского народа. Аят был ближайшим соратником Джохара Дудаева, стоял у истоков нашего государства, у истоков, и был долгое время, 5 лет, председателем парламента Чеченской республики Ичкерия в Первую русско-чеченскую войну и
и так далее. Занимал высшие должности в чеченской власти. И у вас есть уникальная возможность. Мы 2 раза в день проводим стримы на платформе открытого диалога. Сегодня 145-й уже стрим, или 115-й, ошибаюсь. Я сказал 145-й, потому что я здесь ошибку допустил и исправил неправильно, еще раз допустил ошибку. Поэтому, да, 115-й, по-моему, у нас сегодня стрим на платформе открытого диалога. Поэтому задавайте вопросы, принимайте участие. У нас стрим идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. И вот у меня на ТикТок-канале Аслан Арцу и на YouTube-канале у нас идет. Заходите, задавайте вопросы. В конце нашего стрима я вам дам возможность, если вы захотите, лично принять участие в ТикТок. Если вы поднимете руку, я по теме задать вопрос Агаяду Идигал. Задавайте вопросы, друзья. Участвуйте активно, так как это очень важно для всех нас. Так, дальше, друзья, всех я вас приветствую. Шавига, Маша, Оль. Так, где-то у нас тут комментарии были, друзья. Так. Салам, Эд, брат дорогой. Всех приветствую, друзья. Всех, друзья, приветствую. Так, Мичайр, Аязинил, комментарий, Шмацегосон. Также хочу прочитать комментарий от Александра Иванова. Z-орки позавчера в Харькове 17 шахедов убили, 2 семьи, 5 человек с ребенком, а вчера 19 человек, 9 детей в Кривом Роге. Выражаем искренние соболезнования, друзья. Да, мы выражаем соболезнования. Я должен тоже об этом сказать. Хотел, что они, значит, столько вот людей поубивали там, так, и начали, собственно говоря, Украина бьет по их энергетическим там заводам и другим предприятиям, которые пользуются для ведения войны против Украины. То есть и Украина делает. А Россия бьет по жилым значит, массивам Кривого Рога, других городов и убивает мирных людей. То есть это ожесточенно, это античеловечно, это нарушение всех прав. И надо сказать, вот, привести параллель того, что когда вот закончилась 4-я агрессия, где российская армия потерпела поражение против Чеченской Республики в 1996 году, после этого началась массированная пропаганда, атака, которая велась со стороны Кремля и его СМИ, там на всех телевидениях. Они там садились и говорили, что надо всех чеченцев, мужчин убивать со стороны, убивать их от 10 до 65 лет. И фактически вот последняя война, которая началась, они начали уже, вот я об этом раньше тоже говорил, они начали ловить наших людей, скажем, на остановку, в поле или где-то дома, везде и всюду их самолеты, забрасывали ракеты прямо в на центральный рынок, роддома. Вот такие вещи тогда против Чеченской Республики, чеченского народа вытворял Кремль. Сегодня мы видим параллель, и что они то же самое делают против украинцев. Так что здесь вопрос такой, и это просто преступление высшей степени, которое мы должны понимать и идти на какие-то с ними уступки в этом вопросе, и не отмечать этого нельзя. Так что мы выражаем свое соболезнование о том, что это происходит, мы следим очень внимательно тоже. Так что такая ситуация, Аслан. И вот кто это там заявил, кто это говорит там? Украинец, наверное, да? Да, это был украинец. Да, вот такая ситуация.
Мы это знаем. И вот понимаем, что происходит, что это природа этой империи, это природа этой власти Москвы. Вот это что. Мгм. Совершенно верно, я согласен. Кавказские движения, валейкум салам, попозже, к концу стрима, через где-то минут через 20, напомни мне, я тебе дам возможность через минут 20. Приготовиться, дальше, когда останется полчаса до конца стрима. Так, от комментария, Шерхус, так. Ну, здесь О спрашивает, я слышал, что Трамп хочет с тарифами заставить европейские и другие компании мира переехать в США. Мне кажется, Трамп хочет сделать то, что уже отработано в России в связи с санкциями. Как вы считаете, Аят? Вот. Ну, здесь вот экономисты говорят, что они этого хотят сделать. На самом деле это очень опасно для самой Америки, что это невозможно. Ну, они пример вот приводят. Вот, допустим, вот эти все заводы, вот эти все фирмы переедут оттуда, переедут в Америку, да? То, что Трамп добивается. Тогда, если это так, а кто будет работать на этих фирмах, на этих заводах? Нужны же специалисты. Специалисты останутся, они фирму перетащат сюда, скажем, все предприятия там. Кто будет работать? Или они будут готовить новых специалистов, которые приедут и их устраивают в Америке? То есть вопрос это очень такой скользкий, как говорят специалисты. Вот что я хочу сказать. Мне вот здесь звонят, все звонят. Но, в общем, здесь маловероятно, что это может отразиться как бы положительно для Соединенных Штатов Америки и так обогатиться за счет этого, то, что Трамп сейчас предполагает. Здесь действительно подумайте, кто же будет тогда работать в Америке? Эти специалисты, допустим, с Китая, с Индии или из других стран, которые получали это, ну, получали вот эти все, значит, профессиональные навыки, что они теперь переедут, их всех они заберут в Америку. То есть это маловероятно, вот так вот говорят экономисты. Я слушал многие выступления, но не многих, одного, два, второго. Так что здесь вот такая вот, как говорится, ситуация на данный момент. Баркал Аят. Европейские страны утверждают, взяли новый курс, большой курс заявляют, и в направлении Киргизстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана. Короче говоря, все советские, бывшие советские республики, их наши немцы, по крайней мере, уже здесь Deutsche Welle об этом заявляет, что весь европейский рынок будет ориентироваться на эти республики. Что это может быть, Аят? Возрождение Турана или же захват постсоветского влияния России? Ну, это рынок. Европейские страны, если такие условия ставят, скажем, Америка для Европы, то где-то сбывать же надо свою продукцию на рынок иметь. Они хотят с ними контактировать, скорее всего. Только это, а что еще? Ну, они все почти, кроме Таджикистана, они тюркоязычные. Ну, они, наверное, имеют в виду и Армению, и Грузию. Нет. Только вот эти, которые я перечислил, 4 республики было. Да, это потому что среднеазиатские республики, да. А кавказские они тоже не обойдут, я так думаю. Они ищут, значит, рынок, где могли бы они вместе, значит, сотрудничать, и тот ущерб, который наносит им, скажем. Ведь это еще и Канада хочет объединиться с Евросоюзом. Так ведь мы же говорили, слышали? Да, Канада заявила, что их новый премьер там заявил, что они хотят в Европейский Союз войти.
Они уже об этом открыто говорят. И даже Трамп по этому вопросу выступил. И Трамп даже разговаривал с новым премьером. Я вот слышал это. Ну, передача была короткая такая. Так что Мгм. здесь если он выбрасывает их, скажем, европейских, скажем, предприятий или продукцию выбрасывает и делает вот такие вещи, то где-то сбывать же надо свою продукцию. Они хотят, чтобы Volkswagen там и другие фирмы машины они перевели их в Америку, и там их делали. И забирать туда немцев, специалистов, что ли, это же нереально тоже. Так Мгм. что здесь много вопросов, которые, вот говорят специалисты, экономисты, что это непродуманные все шаги делаются, непродуманные. Это даже какая-то провокация какой-то стороны. Вы Ну, там, имеете в виду тарифы? ну да, тарифы, санкции, Мгм. все это. Они же санкции и тарифы, собственно, считают одно и то же. Это почти. Это же увеличивает, скажем, расходы тех, кто торгует. Вот в чем дело с Америкой. Так что здесь вот такой вариант, насколько вот видится сейчас. Мгм. Ну, Аят, сегодня Дональд Трамп по этому поводу сказал, все очень испугались, что будет сейчас обвал экономики, как это было перед большой депрессией, или как она там называлась в Америке. Ну, ну Потом да. это было перед Второй мировой войной, что вот это все было. И Трамп сказал, что ему начали звонить все страны. Больше всего он поднял там Вьетнаму, еще какой-то стране, сейчас не помню. Ну, там многим поднял, но вот главное, вот больше всего поднял Вьетнам. И все начали звонить, все начали договариваться. И он говорит, это очень приятно, это хорошее дело, и мы снижаем им теперь тарифы и будем им снижать. Поэтому это была такой, знаешь, пас такой в их сторону. Ребят, давайте, подходите, будем разговаривать. По-моему, это так. Да, они говорят, что за счет Америки они все вот нажились, научились и начали потом, значит, чтобы Америка как-то вот здесь проигрывает, и поэтому теперь, мол, платите. Это вот такой ход, да. Он говорит, он об этом говорит всем, даже не только Вьетнам и другим странам тоже он говорит. А кто упирается, типа как Иран, то им говорит, я буду вас бомбить. Вот такие заявления они делают, да. Но будем, как говорится, глядеть на эту ситуацию. Но мы должны, допустим, сейчас мы говорим о том, что происходит в Украине. Это очень важно, чтобы все было сделано таким образом, как это должно быть. Враг должен быть изгнан и должно восторжествовать действие международного права. А все остальное там экономические взаимоотношения, которые сегодня добивается Трамп, это должно быть, конечно, только в рамках тоже современного международного права. Если Европа должна поднять, скажем, уровень своей защиты там на военные расходы до 5%, это один вопрос, так? Если, Мгм. допустим, Америка не будет защищать, допустим, скажем, Европу, это тоже вопрос дружбы, взаимоотношений этих стран. Ответ он тоже может получить Америка то же самое же. Поэтому в мире могут какие-то трансформации произойти, и многие уже говорят, что это уже все случилось, все это пошло и поехало. Ну, по крайней мере, пока что вот такие вот движения, которые мы с вами видим, только это. А там дальше посмотрим, что будет. Еще вопросы должны обсуждаться, еще должны быть встречи, еще должна быть вот эта вот война приостановлена и решено все как надо. Иначе все будет, весь мир может сполохнуть. Представляешь себе, никакой справедливости, ничего. Мы, Мгм. допустим, а если против остального всего мира, значит, как и Соединенные Штаты Америки и другие будут поступать, что Мгм. будет? Это как прецедент, который можно дальше и дальше
значит, чтобы они разошлись по всему миру. Это опасно. Ну, в общем, вот Мгм. такая ситуация видится мне. Спасибо, Баркалая. Я вот хотел еще вопрос по поводу самолета с борта сбитого польского, когда Да. их, да, польского борта, который сбили со всей верхушкой, в том числе и первой Вообще леди. правительством почти всего, да. Да, совершенно верно. Ничего Они себе. вот, да-да-да, были все убиты. И я не помню его сейчас точно фамилию, могу ошибаться. Качинский. Следующий, нет, Качинского, следующий, кто стал после Качинского. Ну, сейчас тоже я не знаю, не помню. Да, Ну, ясно. и вот этот человек сказал: "Мы должны выбирать", говорит, "либо мы должны выбирать между тем, что мы говорим правду, либо войной против, а, Это было еще тогда, когда только-только произошло, было, ну, через год, может быть, это было 2 года, это прошло с тех пор. Они не отдавали обломки самолетов, не отдавали останки людей, тоже они там выковыривали оттуда там, видимо, осколки и так далее, или ждали, пока будет разложение тел. Но, сейчас, ну, это фактически казус белли получается, это повод к войне. Все руководство уничтожено полностью. Вот сейчас Польша собирается это по-настоящему предъявлять, или же опять, как вы считаете, это будет, ну, торг, как это было? Но вопрос в том, что я слышал и читал, что М, они поднимают этот вопрос, потому что все заключения, которые даны российской вот этой экспортной группой и медиками, так, все оказывается, это когда эти 61 трупов, они сделали эксгумацию, то мгм, они проверили, и все оказалось, что это ложь, так? В связи с этим они заявили, что, оказывается, эти самолеты, который погиб самолет, да, который разбился, они ничего не отдали. Ты говоришь, что отдали, я тоже думал, что они отдали. Оказывается, мгм. ничего не отдали до сих пор, и они требуют все это вернуть, и по этому поводу, значит, создать международное И тела не разбирательство. отдали, Аят? А? Тела не отдали? Тела вроде бы отдали. Нет, вот заявили, что ничего не отдали. Я тоже думал, что отдали, но вот я слышал, что ничего не отдали, и они требуют это. И они говорят, если они отдадут, то мы сразу поймем, был ли этот взрыв внутри или нет. Поэтому они не отдают, говорят, эти останки этого самолета. И по команде вот власти они вот такие вот сфальсифицировали вот эти заключения по всем этим. И это все оказалось неправда. Мгм. Вот это заявлял президент Дуда сам, я слушал, польский. Он еще действующий. Ну вот такие вещи. Ужас, ужас. Да. Я думал, тела отдали, а вот обломки самолетов не отдали. Ужас. Нет, вот сейчас заявление такое я читал, слышал. Да, Потому что я информация бывает разная, всегда ее надо проверять. А сейчас, вот когда услышал, тоже был удивлен, почему они, думаю, молчали, я спрашивал, и даже эти поляки, которых я знал, тоже как-то вот не очень однозначно отвечали, а говорили общие такие слова. Так, это так, так. А здесь вот идет прямое вот такое разбирательство, которое вот должно в конечном итоге привести к международному суду, я так понимаю. Они так хотят это делать. Мгм. Такие Ну, дела. русские привыкли тела убитых им людей не отдавать. Они не знают, Да, что с это этим да, делать. это да. Старая древняя русская традиция, скрепа, так сказать. Ни Масхадова тело не отдали, ни Абдулхалима тело не отдали. Додки и Дудаева тело они не нашли. Да, к сожалению. Вот с кем мы имеем дело. Так, дальше. Друзья, задавайте вопросы, если они у вас возникают.
Так, салам, салам, Эли. Всех, друзья, приветствую. Так, хочешь комментарий сейчас здесь, Вася, тогда сейчас я сам буду. Мгм, мгм. Вот, Вот у меня на телеграм-канале появился, есть вопросы, если, пожалуйста, вот аргументы, факты здесь. Ну, пока нет, они молчат, в общем. Вот тоже вопрос тут назрел. Deutsche Welle сегодня сообщает, что до 8 мая военное положение, если действующее сейчас в Украине, говорится, сообщение такое, в Украине до 8 мая военное положение не продлят, то парламентские выборы теоретически можно провести в июле, а президентские в августе. Если в 2025 году конкуренту действующего президента Украины Владимира Зеленского. Как вы считаете, Аят, если не будет перемирия, здесь расписывается, что конкурент Залужный, единственный способный выиграть у Зеленского это Залужный. Как вы считаете, Аят, если ситуация останется прежней, могут ли они провести выборы и нужны ли они Украине? Украине, если будет мирное, значит, решение вопроса, то, в принципе, они могут тогда провести выборы. Но, правда, под дулом, скажем, автомата или под ракетами самолет, когда продолжается война, в военное время выборы никто не проводит. Проводит только империя. Она, когда, значит, вторглась на территорию Чеченской республики Ичкерии в 2004-2003 году, она подкупила часть там разных бывших политических деятелей, депутатов, там делали разные заявления, и потом они проводили так называемый референдум, в котором они использовали для проведения этого референдума, использовали свою военнослужащих, которые голосовали вместо чеченского народа, но это же их ни одна страна западная их не признала тогда. Естественно, это незаконно. Вот это я могу как пример привести. И если война не будет остановлена и не будут созданы условия для свободного волеизъявления, а условия военного, нет, условий свободного волеизъявления не существует. Поэтому эти выборы будут незаконны и необоснованны, и могут считаться проведенными. Вот такая ситуация. Спасибо, Аят Башкал. Так, я тут. Еще одна новость, тоже по теме. Да. МИД Германии открыл гражданам РФ доступ к онлайн-подаче документов на некоторые национальные немецкие визы. По состоянию на 5 апреля. При этом все категории рабочих виз пока остаются недоступны онлайн, проблемы связаны с западными санкциями, и так далее. Как вы считаете, это Германия из-за своих граждан открывает вот эти некоторые визы, национальные немецкие визы, либо оттепель? Ну, о какой оттепели идет речь, если даже вот уходящий канцлер и будущий открыто, прямо выступает против? Это какие-то экономические или необходимые, значит, наверное, шаги, я так думаю. А не наоборот, мы, насколько видим, оттепели сейчас не идет речь. Речь идет о том, что наоборот, и Германия даже поговаривает о создании своего атомного оружия, как и другие страны, потому что это становится только какой-то гарантией защиты для любой страны. Даже возьмите Северная Корея. Вот она имеет атомное оружие, ее никто не тронет. Вот такая ситуация.
Поэтому здесь вопрос, мне кажется, однозначно. Здесь не особо такого нет. Видимо, это какие-то внутренние такие технические вопросы связаны с этим. А, Не знаю, насколько достоверная информация, но я читал ее, не знаю, насколько это достоверный был источник, но, по всей видимости, это был достоверным. Фридрих Мерц, потенциально будущий, вероятно, канцлер Германии, сказал, что если вы не будете нам помогать, то можете свои американские войска с территории Германии тоже выводить. Как вы считаете, нужно это? И как раз это в ту же канву про ядерное оружие, которое может появиться у Германии. Нужно это Германии или нет? Но это вопрос такой еще. Человек, который еще не вступил в должность, когда он вступит в должность, да, тогда он будет говорить, как обычно все говорят, что-то иначе. Как говорится, точка зрения зависит от точки сидения. Сегодня эти точки сидения его не канцлера, а когда он Да. там будет, тогда посмотрим, что он скажет. Мгм. Это просто Ясно. заявление. Интересно, конечно, события развиваются очень стремительно, быстро. А сейчас, Аят, вы считаете, все-таки будут перемирия по Украине, либо вот на сегодняшний день? Я каждый Но раз вот думал, согласно вот этим исследованиям, согласно заявлениям многих вот политиков разных и людей, и я сам тоже думаю, что Россия никакие переговоры не хочет вести. Ей нужна война, продолжение войны. В то же время каждый раз ставя новые условия, требуя там банки там разблокировать, потом после этого потом еще что-то разблокируют, потом еще. У нее постоянно аппетиты будут возрастать. И таким образом они пытаются Трампа уже сделать смешным человеком. Так. Но Трамп-то уже и его госсекретарь заявили, что мы понимаем, в чем дело, это долго не будет продолжаться. В то же время неизвестно, что будет тоже. Как себя Трамп поведет, тоже неизвестно. И какие планы у них там. Так что здесь такие дела, что, возможно, одни вот... У меня была одна информация, теперь идет как бы другая информация, что Трамп хочет всю Россию, как говорится, подмять под себя, и чтобы он был международный жандарм, вместо него он будет его здесь закидывать и наводить порядки по всему миру. В то же время, как речь прежде шла о том, что Трамп хочет это сделать в отношении Украины. То есть здесь разные точки зрения, тоже мнение всего лишь, а там, куда это клонит, посмотрим. На самом деле все должно так просто не может измениться, оно должно быть как-то вот международное право должно быть отвергнуто или оно должно быть восстановлено в, как говорится, своих по всем пунктам, я так думаю. Да, спасибо, Аят. А, За вот это время, ну вот вообще, как вы считаете, вот Трамп взялся за это, он сказал, что он посадит их за стол переговоров. Каждый раз он говорит, что вроде бы неплохо продвигаются, то есть не ставит точку, Да, хотя вводят санкции дополнительные, вводят дополнительные санкции у тех, кто покупает нефть у России. То есть да. полная эмбарго вводится, собирается вводить. И как вы считаете, сможет Трамп посадить за стол переговоров или просто посадить Путина с Зеленским? Ну вот ты мне вопрос задал до этого. Если Путин не собирается это делать, как он сможет его посадить за стол Ну, переговоров? Путин вообще не собирается, вот он даже не считается с ним, как вот он, если с внешней стороны смотреть на вот эти все заявления, которые делает Трамп, и вот такие пренебрежительные выходки, типа, давай, вот есть нюанс, вот то, эти все заявления говорят о том, что ничего он не может сделать с Путиным.
так, в принципе, получается. Почему это спрашивается? Почему так получается? В чем причина? Вопрос такой же, правильно? Но, если там ведь, наверное, стоит такая ультимативная форма, вопроса, предложения, что если ты не садишься за стол переговоров, то я включаю на полную просто и помощь, и еще ж даже томагавки не применялись, по которой по Югославии били, а это самое большое количество американцев оружия, вот именно томагавки. Поэтому Путин, наверное, немножко подбаивается, и он, наверное, и пытается Ну, хитрить. да, мы можем говорить, что возможно, что он подбаивается. Ну, а если только уже сколько он говорит, а он никакие его условия не выполняет, тогда что? Он же не выполняет его. Уже доходит до смешного порой. А Мгм. Путин, ну, он не собирается, насколько видно, он не собирается выполнять никакие его требования, никакие его заявления, просто как с гуся вода. Он говорит, а у него все. Что делать? Посмотрим. Мы не можем сейчас за него говорить, что у него в голове и какие мысли, что они там себе планируют. Наверное, Мгм. он смотрит, какая карта выпала. Вот и так получается, что там будет. И еще вот американская, скажем, общественность, она тоже вот возмущается многие, хотя говорят, сколько бы ни возмущались, они ничего не могут сделать, потому что и Конгресс, и Сенат, это все пока что трамповское все Мгм. избранные люди, а они будут избираться только через 2 года. А через Мгм. 2 года что будет? Изберут демократических или изберут, скажем, консерваторов? Непонятно. В то же время сейчас идет разговор о том, что вот сейчас Сенат поднял вопрос о тех действиях, которые принимает, скажем, Трамп, и в Сенате проголосовали против, сказать, что это нужно, мол, значит, отменить, что это не пройдет. А вот что Конгресс делает, неизвестно. То есть и даже в Сенате против голосовали, Трамп голосовали даже консерваторы. Вот общение я смотрел. Мгм. Так что здесь вот такие вот трансформации идут. Не ожидали, что вот такие будут процессы, наверное. И потом здесь еще вопрос вот в чем. Оказывается, я передачу смотрел, в Мгм. котором говорится, что вот люди, которые вот пенсионеры, так, они свои деньги в ходе работы вкладывали, откладывали там в специальный фонд. Теперь по этим пенсионерам ударили. Ударили по каким-то там другим слоям населения. И это все население, оно сейчас буйствует, прям не знает, что делать. Они попали в такую ловушку, что, оказывается, у них пропали все вот эти вот, пропадают, собственно, их деньги, которые они копили для того, чтобы, значит, ну, понятно для чего. А сегодня они как будто бы будут пропадать, и они будут резко снижаться, и их будут забирать, скажем, в копилку общую. И люди в Америке говорят, ну, по данным, которые вот рассказывают разные там блогеры и политики известные даже, что этот вопрос такой очень сложный. Что будет, неизвестно. Но, по крайней мере, ситуация вот такая напряженная даже в самой Америке, в Соединенных Штатах. Вот Мгм. такое предложение. Ислам. Просто, вот исходя вот в начале нашей темы, нашего стрима сегодняшнего, мы говорили как раз про страны Балтии, и, вот тот резкий, поворот, усиленный поворот, хотя они долго говорили, угроза есть, если будут силы и напротив НАТО, против кого угодно пойдет Россия, но пока этих сил, Да-да. на наш взгляд, нет. Вот, сегодня показалось, что если они говорят о том, что будут воевать против стран Балтии и НАТО, значит, они не хотят перемирия. И это уже откровенный сигнал такой, раз они уже работают в этом. Хотя иллюзий особо не было, конечно, надежда у меня была лично, но вот такие вот дела.
Ну, правильно, правильно. Ведь это заявление сделал, собственно говоря, не Путин, а какое-то там окружение Путина. Так? Вот Да. смотри, еще такой момент здесь отмечалось. Патрушев, когда вот он пришел к власти, Трамп, он специально сделал в какой-то газете «Комсомольская правда», кажется, и там начал указывать, что делать и как себя надо вести, учить Трампа. Путин ничего не говорит. Потом еще какой-нибудь, вот недавно какие-то были там снова события, какой-то заместитель министра иностранных дел Америки, то есть России, начал тоже делать заявления, которые не делает не Путин. То есть они на этом уровне разговаривают с Трампом, понимаете? Понимаешь, вот так. Они опускают его на нижний уровень, а Трамп все это терпит. Вот кажется, почему? Что это такое? Будет ли это, чего добивается Трамп? Наверное, мы не можем сейчас сказать точно, что это, но, наверное, скоро узнаем. Надеюсь. Да, вот будем надеяться. Будем надеяться. Так, друзья, прошу, задавайте вопросы. Я смотрю, вы активно тут друг с другом общаетесь. Заходите, задавайте вопросы, а я двигаю. Если, например, Украина. Здесь мне вопрос вот задают. Да. Давай, пожалуйста, кто это? Давай. Да. Громче, громче, пожалуйста. Да, громче, диктайшн. Давай. Постараюсь сейчас одну минутку. Я просто хотел уточнить, что Чьявянская про какой-то самолет говорили, я, видимо, что не застал, и потом начался разговор про выборы и перевыборы в Украине. Так. Там я хотел уточнить просто, там что-то намечается, там намечаются какие-то выборы президентские, парламентские. Просто я давно не слежу за украинскими новостями. Ну, это да, это намечается. Америка, Трамп, там они говорят, что надо, чтобы в Украине провели выборы. Якобы у него нет поддержки 4% и все такое. А во время войны проводить выборы нельзя с точки зрения, ну, скажем, справедливости, с точки зрения международного права, логики, как вот Аслан говорит. И вообще-то в международном праве записано вообще в целом, что выборы должны проводить при условии свободного волеизъявления человека, гражданина. А что значит свободная волеизъявления? Чтобы никто на него не давил, никто на него, значит, не подкупал, и чтобы у него были равные условия, значит, как и у других, чтобы он мог свой выбор сделать. Вот что имеется в виду. А если этих условий нету, а в военное время этих условий нету, естественно, эти выборы проводить в Украине нельзя. Вот об этом шла речь. Да. Это я понял. Да. Это я понял, просто я хотел как бы само положение в Украине, само там население Украины, что об этом думает, там в правительстве, что об этом думает. То есть они готовы, согласны на эти перевыборы, или они, как Ама Бахара, заявляют о том, что нет, такое невозможно. Такое возможно только в мирное время. То есть настроение их, как они к этому относятся? Но настроение людей нельзя определить вот так, что они говорят. Можно определить только голосование. А в целом опрос, там были там разные опросы, все в целом считают, что это не дело, это вмешательство в внутренние дела Украины. Это нельзя говорить. Мы же не говорим, что нужно проводить выборы, скажем, в какой-то другой стране, Бельгии или Англии или Америки. Так что это нельзя делать, они говорят. Потому что сейчас не время, так говорят. Ну, опрос населения был, там опрос, я не знаю, там или корреспондентов, или респондентов.
И вот такое вот происходит. Это бывает, когда это давление, собственно говоря, на Украину в данной ситуации. Вот такая ситуация. У тебя есть еще вопрос какой-нибудь? Давай. Что, Аслан, есть там еще вопросы у кого-нибудь, есть или нет? Так, ну нет, вопросов я не вижу, но я предлагаю Что? Предлагаю тем, кто хотел бы в ТикТок зайти и напрямую принять участие в нашей беседе и задавать вопросы Аяду. Ну, если нет, то давай закончим тогда. А вот такой вот вопрос, по поводу. А ничего говорит, что де юре в Украине нет войны, и это Запад не волнует. Вы хотите это сказать? Вы хотите Что сказать? значит де юре нет войны? Но не объявлено. Де-факто есть война. Чужая страна, Россия, вела свои войска, убивает народ. Де-факто это есть и де-юре. Это составная часть и де-юре. А то, что видно, то, что они назвали это, значит, денацификацией и демилитаризацией, это страна, которая, другая страна, это вмешательство не имеет права с точки зрения международного права. Они это для того, чтобы скрыть это делали. Для того, чтобы скрыть свою агрессию против Чеченской республики Ичкерия, в 1993 году Ельцин, собственно говоря, внутренние у них были разборки, они совершили переворот в 1993 году, в декабре месяце, они приняли новую конституцию незаконным способом, путем опроса населения. Не конституционным собранием, не, скажем, референдумом, а путем опроса населения, что является незаконным. И в эту свою конституцию вписали Чеченскую республику как часть России. И после этого заявили, что они наводят порядок на территории России в Чеченской республике. А на самом деле это было де-юре агрессия. Это было преступление против человечности. Так и в Украине сейчас они таким образом, чтобы не обозвать это войной, для того, чтобы нельзя было, скажем, перед своим народом утверждать, что они, мол, не воюют, а, мол, там есть фашисты, там и другие, обзывая украинскую власть и население, они пытаются себя таким образом, значит, оправдать в какой-то степени. Но это же очевидно, что это война, и весь мир это знает. Вот ответ ему, Аслан. Угу. Спасибо, Баркалай, здесь свой. Так. Ну, больше вопросов нет, в принципе. Ну, давай тогда завершим. Давай завершим. Тогда да, можно, я думаю, что это между собой общается. Да. Давай. Спасибо, Аят, спасибо. Спасибо важно было спасибо услышать всем. ваше мнение. Огромное спасибо. Баркал, всем спасибо тоже. Аят. Спасибо всем, друзья. Всего хорошего. До свидания. Завтра, возможно, будет стрим на чеченском языке. Если я успею, я завтра проведу стрим. Всего хорошего. До свидания. Адикер Маш. До свидания. Спокойной ночи. До свидания.